Ну, естественный вопрос, если этот ареал в древности занимали предки чеченцев, ингушей, бацпийцев, есть ли нахизмы на территории Дюгории, Тагаурии, Балкарии и Карачая? Да, известно, что на этих местах, на этих территориях до сих пор сохранились некоторые топонимы, географические названия, которые получают свою расшифровку с помощью языка чеченцев, ингушей и бацпийцев. И сами языки, в частности язык остин, он содержит в себе множество слов, которые восходят к языкам, родственным современным чеченскому и ингушскому языкам. В частности, если мы обратимся к названиям различных частей остинского народа, то выясняется, что все эти названия имеют кавказское, местное происхождение. Ну, об этом пишет самый известный языковед остинский Абаев в своем историко-этимологическом словаре остинского языка, том 1. В этом этимологическом словаре на страницах 545 и 546 Абаев разбирает самоназвание части остин Ир, Ирон. Ну и он констатирует, не буду все его доводы зачитывать, но он в конце пишет: поскольку другие остинские племенные названия Дигор, Твал связаны с кавказской этнонимикой, естественно обратиться туда и для объяснения термина Ир. Сравни грузинский географический термин Херети, а также название остин в устах чеченцев, аварцев и андийцев Хири. Действительно, чеченцы, ингуши и дагестанцы называют остин Хири. И это название, опять же, Абаев связывает с закавказским топонимом Херети. Ну, как известно, в Закавказье жили эры, народ эров. Это очень древний народ. Впервые этот народ фиксируется в урартских надписях 8 столетия до новой эры. Констатируется, что урартийские цари заняли целый ряд каких-то областей закавказских, в которых обитало племя эров. Грузины произносят название этого племени Хери. И в конце концов мы обнаруживаем вот этих эров, Хери, живущими в Кахете. И судя по летописи Картли, в 1068 году, после нашествия на Грузию и на Кахетию сельджукского султана Алп-Арслана, вот эти Хери, вот этот народ, племя, они по летописи Картли, там написано, и побросали они крепости свои и бежали на Кавказ. Но имеется в виду, бежали на Северный Кавказ. И, судя по всему, они разделились на две части, на два потока. Один поток, он расселился на самом западе обитания предков чеченцев и ингушей, а другой поток, он ушел на восток. И вот те хери, которые ушли на запад ареала былого проживания предков чеченцев и ингушей, они, по всей видимости, смешавшись с каким-то иранским элементом, они и породили современный остинский народ. Что касается вот этих закавказских хери, которые ушли на восток Чечни, то они фиксируются в завещании, в так называемом завещании Андуника. Это аварский документ, который датируется XIV веком, и там упоминается общество Хири на востоке Чечни. Ну, до сегодняшнего дня это общество не сохранилось, судьба его неизвестна, но упоминается вот в этот период.
И, как мы видим, Абаев возводит вот это самоназвание осетин Ир, Ирон, так же, как и другие названия, самоназвания осетин Чисти, осетин Дигор и Твал или Двал кавказским языкам. И более конкретно он пишет о влиянии местных кавказских языков на осетинские в своей работе. Кстати, вот этот этимологический словарь, историко-этимологический словарь осетинского языка, первый том, он вышел в 1958 году. Издан он был в Москве, Ленинграде. А через год Абаев опубликовал работу, которая называется так: «Осетино-войнавские лексические параллели». Работа эта была, статья эта была опубликована в известиях Чечено-Ингушского научного института истории языка и литературы. Том 1, выпуск 2, Грозный, 1959 год. И в этой своей работе Абаев отмечает, что в осетинском языке множество слов идут из общего для обоих языков, то есть иронского и дигорского, местного кавказского субстрата. По нашему убеждению, писал Абаев, в осетинском имеются отложения, идущие из местных субстратных ефетических языков, родственных, по-видимому, чечено-ингушскому. Не прямо из ингушского или чеченского, а из какого-то их предшественника. Не как усвоенные из чечено-ингушского в осетинский или обратно, а как принадлежавшие тому местному языковому субстрату, на основе которого сформировались и чечено-ингушские, и осетинские языки. Ряд схождений, как отмечает Абаев, ряд схождений ведет от чеченского прямо к осетинскому, минуя ингушский. Мало того, некоторые из них связывают чеченский с западным дигорским диалектом осетинского языка, минуя иронский. Все вместе это указывает на большую древность и глубину осетино-войнавских связей. Так отмечает Абаев в названной мной работе на страницах 89, 103, 112 и следующих. Таким образом, Абаев констатирует, что вот эти известные три самоназвания осетин, Ир, Ирон, Дигор и Твал или Двал, они имеют местное кавказское происхождение. И дальше уточняет, что вот это местный языковой субстрат, который очень сильно повлиял на осетинский язык, он родственен чечено-ингушскому языку, но не является прямым образом чечено-ингушским языком, а является их каким-то древним предшественником. Грузинский ученый Гамрикели в своей книге «Двалы и двалетия в 1-15 веках новой эры» он уточняет, что вот этим субстратом, то есть основой осетинского языка, как юго-осетинского, двальский язык, так и северо-осетинского, являлся древний народ Двалы. Он назывался Двалы, страна их обитания называлась Двалетия, Двалети. И он пишет, Гамрикели пишет, что эти Двалы в древности до языковой ассимиляции в грузинской и осетинской этнической среде они были народом родственным современным чеченцам и ингушам. И именно вот эти двалы послужили субстратом, то есть основой, фундаментом формирования как юго-осетинского этноса двалов или туалов, так и северо-осетинского, иронцев и дигорцев. В частности, я зачитаю его мнение. Все эти данные, изложенные в книге,
Это уже резюме, завершение книги, итог. Все эти данные приводят нас к выводу, что древние двалы этнически были ближе всего к вайнахским племенам. И далее он уточняет. Таким образом, двалы, будучи сначала обособленным иберо-кавказским племенем, ближе всего стояли к группе вайнахских племен. Причем под вайнахскими племенами следует разуметь не современный чечено-ингушский народ, а те этнические единицы иберо-кавказской природы, из которых позже сложилась вайнахская народность. То есть, отвечая на вопрос Соломона Либанидзе, имеются ли следы пребывания предков чеченцев и ингушей в этих на западных этих территориях, которые он назвал, Егория, Тагаурия, Балкария, Карачай, мы можем отвечать утвердительно. Да, эти следы сохранились, в частности, в языках осетин и дегорцев, и в топонимии этих местностей. И мы можем